Основная профсоюзная задача – оборонять правы и интересы працующих. Трохбаковое пагадненне з наймальниками и выканаўчай уладай своеасаблівы гарант выканання правилаў честной гульни. Основные положения выконваюцца, констатуюць профсоюзные лидеры. Хотя и не без проблем. До прикладу, есть пытанні до некоторых кіраўнікоў по невыкананні умоў контрактной системы найму работников. Добавляют 1%, а есть случаи в культуре, когда 0,1% добавляют, то есть практически ничто, и 1 день к отпуску. Таких вот 80%, допустим, контрактов, которые изучены в здравоохранении, у них только 1 день к отпуску добавляется. Поэтому это тоже проблема, и мы на нее обращаем внимание. Немало и прикладов паспяховага социального партнерства первичных профсоюзных организаций с наймальниками. Материальная помощь на оздоровление при уходе в отпуск, материальная помощь при вступлении в брак, при рождении ребенка, для подготовки детей к школе, на удешевление питания ежемесячно работникам платится. Более того, для работников, которые привлекаются к аварийно-восстановительным работам в неурочное время, идет обеспечение горячего питания за счет средств предприятия. Есть, однако, и те, кто профсоюзные отличения забывается накировать по адресе. Непонятна ситуация по Барановичскому хлопчатобумажному предприятию. Там наниматель, скажем так, требования наши игнорирует. До сегодня более 8 тысяч рублей еще задолженность нанимателя перед профсоюзной организацией есть. Поэтому, хотя предприятие работает довольно хорошо и есть, экспортные поставки и деньги. И все ж такие прыклады адзінкавыя, кажуць профсоюзные лидеры. У целом трохбаковое партнерство можно назвать паспяховым. Да, есть отдельные примеры отдельных предприятий, у которых сложная финансово-экономическая ситуация, где что-то не выполняется. Но в целом, еще раз говорю, хочу сказать большое спасибо и органам власти, и нанимателям. В целом соглашение выполняется. На пленуме подвели вынікі работы комиссии громадских инспекторов по ахове працы. Лепшим уручили заслуженные узнагороды. Могут привести вот эти недостатки, нарушения и в оборудовании, и необеспечение средств национальной защиты к каким-то трагическим последствиям. Оценка в первую очередь проводится по тому, как они осуществляют общественный контроль и выдают рекомендации по количеству, качеству выданных этих рекомендаций, нарушений, которые выявляются. Мы определяем, кто из них лучше. Каждодневно мы проводим контроль в кабинетах, спецкабинетах, таких кабинетах, как физика, химия, кабинеты труда, кабинеты физподготовки, где контролируется состояние оборудования, соблюдение учителями мер по безопасности детей, чтобы учителя также понимали ответственность за то, что они ответственны за безопасность каждого ребенка. Усяго за бяспекай працы сегодня в области сочаць 12 тысяч громадских инспекторов.